Друзья, складывается ощущение, что ситуация с выборами в Народное собрание Гагаузии, которые должны были пройти еще в ноябре прошлого года, полностью сместила фокус с экономических и социальных вопросов на политическую повестку. Но как это отражается на развитии автономии? Как влияет на экономику региона? Об этом сегодня поговорим с депутатом Народного собрания Гагаузии Александром Тарнавским. Здравствуйте, добро пожаловать. Если мы будем говорить о том, как освещается ситуация в Гагаузии в наших СМИ, в СМИ нашей страны и даже в социальных сетях, то, наверное, будем правы, если скажем, что 90% информации связано с политической жизнью нашего региона. Что же происходит вот в этот период, когда здесь нестабильно с экономикой региона? Хотелось бы услышать ваш ответ на такой вопрос. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Хотел, во-первых, пожелать вам успеха в этом новом вызове. И если мы сфокусируемся на экономике, то вначале мы скажем, что автономия, три столпа есть функционирования автономии. Это культура, это политика и это экономика. И вы правы, если о культуре еще ведутся дискуссии, еще больше дискуссий ведется о политике, то экономика все-таки остается где-то на задворках общественного мнения. Почему? Потому что про экономику, если говорить, то нужно говорить точно. Там есть цифры, есть показатели, которые очень объективны и которые не обманешь. А если говорить о политике, то там может быть очень много схоластики, очень много различных мнений. И на самом деле очень сложно идентифицировать, что на самом деле происходит. В отношении экономики, то, что происходит в Гагаузии, напрямую отражается на экономической деятельности, потому что самое главное для бизнесмена – это стабильность. И тот регион, который находится в сложной ситуации, и особенно если отношения между регионом и центральными властями, и международными партнерами находятся в стадии конфликта, то, безусловно, бизнес старается не инвестировать в такие регионы, в принципе, что мы наблюдаем в настоящее время. Какие-то определенные экономические риски вы уже наблюдаете? Вначале хочу сказать, что мы, как составная часть Республики Молдова, невозможно рассматривать экономическую ситуацию в Гагаузии в отрыве от того, что происходит в Республике Молдова. Мы находимся практически в эпицентре той войны, которая происходит у наших соседей, и поэтому в целом наша страна находится в такой нестабильной ситуации. И, наверное, пример Фуджикуры, которая такая очень крупная компания ушла с Республики Молдова именно из-за этих военных кризисов, то, безусловно, это сказалось и на автономии, потому что одно из подразделений этой крупной компании находилось и в автономии. Но, тем не менее, и Гагаузия, создавая этот нестабильный фон в отношениях с Кишиневым, мы еще больше отталкиваем экономических агентов от того, чтобы они инвестировали в автономию. И если вы заметили, то в Гагаузии практически нет официальной информации, как развивается экономика. Нету сравнительного анализа, сколько создано рабочих мест, какие основные показатели экономического развития. То есть это все замалчивается, потому что на самом деле ситуация очень сложная. И мы с вами здесь живем и, наверное, сами ощущаем, что нету развития экономики в гагаузской автономии. По крайней мере, нет тех, которые ожидания у нас есть, они не воплощаются в жизнь. Не приходят сюда крупные инвесторы. Я всегда привожу пример, что у нас очень близкие отношения с Турецкой республикой. Но всегда говорю о том, что нету турецкого бизнеса в Гагаузии. Хотя это немножко вызывает вопросы, почему турецкий бизнес, которому так близка гагаузская автономия, не инвестирует сюда. Это прямой ответ на тот вопрос, который вы задали, потому что инвесторы, даже те, которые испытывают особое отношение к гагаузской автономии, не приходят сюда и не инвестируют свои средства. Это главный риск. Отсутствие стабильности, а для бизнеса отсутствие стабильности – это всегда они задумываются, а стоит ли вкладывать свои инвестиции, потому что они вкладываются в долгосрочном периоде, и когда нет гарантии, что эти инвестиции будут защищены, что они будут поддерживаться, то бизнес, соответственно, и обходит стороной регион. Очень часто и в некоторых странах мира придумывают какие-то стратегии для того, чтобы защитить свою страну от этого периода нестабильности, который бывает в период выборов. Мы очень часто говорим, и нам часто приводят в пример Южный Тироль, и говорят о том, что мы, как Гагаузия, можем развиваться, как эта автономия. И что сделали в Южном Тироле? Они приняли
такую стратегию развития, согласно которой основные экономические приоритеты закреплены в долгосрочных стратегиях. И неважно, кто приходит к власти, неважно, какие силы, все равно те важные стратегические моменты, которые развиваются в стране при предыдущей власти, они продолжают развиваться. Поэтому люди себя чувствуют защищенно. Есть ли какая-то такая подушка у нас в Гагаузии? И есть ли какая-то стратегия развития нашего региона, которая позволяла бы и здесь, у нас в Гагаузии, нашему местному бизнесу, тем инвесторам, которые извне решают вложить деньги и развивать здесь свой бизнес? Есть ли такая подушка безопасности о автономии? Она априори, конечно, есть, потому что помимо национального законодательства Гагаузия имеет право и развивать региональное законодательство, в том числе в области поддержки бизнеса. И у нас есть местный закон об инвестициях, который не оспорен судебными инстанциями, он действует и действительно хороший инструмент для того, чтобы оказывать помощь бизнесу. И я главный постулат этого закона приведу в пример. Например, если экономический агент инвестирует в сферу экономики автономии, то ему возмещается до 30% от суммы инвестиций. И сразу перехожу к практическому примеру. У нас есть две компании в Гагаузии, которые являются инновационными. Это производство биологически активных добавок Витафарм. И недавно компания Автомират открыла бизнес по производству изделий из целлюлозы. Так вот, эти компании обратились к властям Гагаузии для того, чтобы воспользоваться законным правом на возмещение части инвестиций. Они воспользовались тем, что республика предоставляет инструменты поддержки бизнеса. И еще Гагаузия дополнительно. И Гагаузия дает дополнительный, очень реальный стимул для того, чтобы развивать экономику. Так вот, больше года прошло, чтобы эти экономические агенты, которые отвечают всем требованиям местного закона, чтобы они непосредственно получили эту бизнес-поддержку. И то это, наверное, даже вопреки произошло, чем должно было произойти. После общественного резонанса, после многих выступлений, в том числе политиков, представителей гражданского общества, наконец-то власти Гагаузии соизволили утвердить тот документ, который исходит из самого действующего регионального законодательства. И для чего этот пример? Если наши местные производители, которые отвечают самым современным требованиям, имеют законное право на получение инвестиций, не имеют возможности своевременно получить эти деньги, это сигнал для представителей бизнес-среды из других территорий Республики Молдова или из-за границы, насколько Гагаузия, которая имеет вот эти привилегии, преференции, имея собственное законодательство, все-таки препятствует развитию экономики. И вот это яркий пример тому, когда политика или непрофессионализм мешают тем возможностям, которые есть у Гагаузии для развития бизнеса. Мы сегодня видим, что в основном власти Гагаузии заняты тем, что занимаются вопросами политическими. Есть ли какие-то решения, которые касаются экономического развития региона, которые требуют срочного решения на данный момент, но не находят этого решения, потому что властям пока нет до них дела? Ну, самое главное, вот вы говорили о том, что, а есть ли стратегия развития в Гагаузии, в том числе в части экономики. Так вот, я, к сожалению, разочарую и вас, и зрителей. Последняя стратегия среднесрочного развития автономии, она заканчивалась в 2024 году. То есть мы с вами уже находимся в 2026 году, да. А у нас нет стратегии развития, в том числе в сфере экономики. То есть исполнительная власть, которая должна разрабатывать, промовировать после утверждения эти стратегии, а ее просто нет. То есть мы не знаем, куда мы движемся. Сама власть не знает, какие у нас приоритеты, какие у нас горизонты для развития. Что говорит тогда о бизнесе? Поэтому вот этот непрофессионализм, вот это отсутствие качества решений со стороны власти, это тоже большой барьер для того, чтобы развивалась экономическая жизнедеятельность нашей автономии. Вы можете в нескольких словах рассказать нашим зрителям, что такое стратегический документ развития региона, вот простыми словами, чтобы люди поняли, насколько это важно? Ну давайте самыми простыми постулатами. Вот есть вообще проблемы существования для гагаузской автономии с точки зрения экономики. То есть так называемые экзистенциональные вызовы. Первое. Мы самый бедный регион в Республике Молдова по зеленым насаждениям. То есть Гагаузия в Республике Молдова, сама Республика Молдова самая бедная с точки зрения зеленых насаждений в Европе. А Гагаузский регион внутри Республики Молдова вот такой уязвленный. То есть этот вызов, который даже для будущего существования автономии, у нас нету
вообще видение, как мы собираемся развивать вот это направление. В Гагаузии есть очень хороший местный закон о сохранении и развитии водных ресурсов. Он уже 3 года как утвержден. Миллионы леев закладываются в бюджете для того, чтобы реализовать эти проекты в области. Но они не реализуются. Они просто не разыгрываются, эти проекты, для примарий, для экономических агентов. То есть возникает ситуация, когда бизнес, безусловно, заинтересован в том, чтобы им регион помогал в этих экологических проектах. У них есть наработки в этом направлении, то есть как сохранить влагу, как создать искусственные водоемы. У нас есть законодательная база для этого, у нас есть деньги для этого в бюджете, но из-за того, что исполнительный комитет или власти Гагаузии сфокусировались на политической деятельности, вот на это не остается времени, и бизнес страдает. Это первое. Второе, у нас главная водная артерия в Гагаузии – это река Ялпуг. Она заилена, она не выполняет свои главные функции. У нас нет даже проектного технического решения, а как эту артерию вернуть к жизни. Третий пример – это главная дорожная артерия Гагаузии, это дорога Камрад-Чадрунга, граница Украины. Ферапонтьевка, Тамай, вся вот эта артерия. Тоже нету, по крайней мере, фокуса на том, чтобы решить эту проблему. Хотя это огромная возможность для развития бизнеса, не только для того, чтобы обеспечить безопасность тех, кто ездит по этой дороге, но самое главное для того, чтобы осуществлять какую-то экономическую деятельность. Вот я вам 3 примера привел, самых таких, на первый взгляд, которые приходят, но они не положены на бумагу, они не определены как стратегические и не сделано ничего, чтобы не просто реализовать эти проекты, но и найти инвесторов для того, чтобы их воплотить в жизнь. Наверное, у зрителя опять возникает вопрос, и кто виноват? Тут не нужно гадать, потому что есть законодательные нормы. За развитие экономической сферы в Гагаузии несет ответственность исполнительный комитет. Исполнительный комитет подотчетен Народному собранию. То есть это взаимосвязанные сосуды. Если Народное собрание не контролирует деятельность исполнительного комитета, который не выполняет свои главные функции по развитию экономики, то тут ответ очевиден. К сожалению, представительная власть в лице Народного собрания и еще больше исполнительная власть в лице исполнительного комитета не выполняет той функции, для чего им делегирована власть нашими людьми. Но здесь, наверное, если мы говорим об экономике, и если мы говорим о том, что вот эти очень важные для нашего региона вопросы не решаются, стоит вспомнить, сколько денег из бюджета Гагаузии выделяется на содержание штата всех тех людей, которые должны заниматься этими вопросами. Вот хотелось бы для наших зрителей пояснить, каков бюджет сегодня нашей автономии, сколько денег из бюджета Гагаузии выделяется на содержание чиновников, которые должны заниматься напрямую всеми теми проблемами, которые существуют в автономии, и развивать регион. Спасибо за эти точные акценты. Но начнем с того, что Гагаузия имеет очень огромную преференцию по отношению к другим территориям Республики Молдова, потому что у нас есть бюджетные льготы. Гагаузия — единственный регион в нашей стране, где государство решило с 2015 года, что все общегосударственные налоги, которые формируются в автономии, остаются в Гагаузии. Этого нет ни в Кишиневе, ни в Унгенах, ни в Атаках, нигде. И это дает возможность Гагаузии иметь мощные бюджетные возможности для того, чтобы помимо того, что государство финансирует, оказывать еще дополнительную поддержку из бюджета Гагаузии. Так вот, к сожалению, мы не совсем эффективно пользуемся этими привилегиями, потому что в 2026 году в бюджете больше 90 миллионов леев из собственных доходов, которые остаются в Гагаузии, это чуть более 400 миллионов леев, то 90 миллионов леев, почти 20% мы расходуем на содержание органов власти. Насколько это эффективно? Приведу один пример. На официальных интернет-порталах Гагаузии вы не найдете последние 2 года ни одного контракта на привлечение внебюджетных средств со стороны власти Гагаузии. Мы не видим ни одного крупного инвестиционного проекта, который реализуется на территории Гагаузии внешними партнерами. То есть мы расходуем те средства, которые наши налогоплательщики оставили в бюджете Гагаузии, просто на свое содержание. Мы не привлекаем внебюджетные средства. Если по эти 90 миллионов леев, не проблема в том, что они тратятся на содержание органов власти.
Проблема в том, что насколько эффективно они расходуются. Если бы один чиновник, на которого расходуется 200-300 тысяч лей в год, приносил бы эквивалентную или намного большую сумму в форме инвестиций внебюджетных, то эти расходы были бы оправданы. Но когда мы просто тратим 90 миллионов леев на то, чтобы содержать бюрократический персонал, и не привлекаем небюджетные средства, это огромный вызов для Гагаузии, потому что с каждым годом эти расходы на содержание чиновников растут. Растет заработная плата, растет стоимость коммунальных услуг, горюче-смазочные материалы и так далее, и так далее. Мы тратим все больше собственных средств на свое содержание и все меньше отдаем Гагаузии. Это, конечно, очень неприятно слышать, потому что если мы, как Гагаузия, имеем больше возможностей для развития, хотелось бы, чтобы это развитие почувствовали все жители нашего региона, все жители нашей автономии. Но давайте попробуем сравнить, допустим, вот нашу Гагаузию, которая имеет дополнительные возможности для развития, потому что, как вы сказали, здесь остается большая часть денег, больше, чем в других регионах нашей Молдовы. Если сравнить экономическое развитие нашей автономии и любого другого региона Молдовы, что вы, как экономист, видите? Давайте сперва один пример цифровой. Есть такой макроэкономический показатель, как внутренний валовый продукт. Последние данные, которые были по Гагаузии, они показывают, что Гагаузия формирует 1,1-2,3 от внутреннего валового продукта Республики Молдова. Но вы знаете, что Гагаузия занимает по количеству населения, по площади примерно 4-5% от общереспубликанских показателей. То есть мы занимаем не меньше 4%, а генерируем только 2% внутреннего валового продукта. О чем это говорит? О том, что экономические показатели Гагаузии отстают от средних общереспубликанских. То есть это говорит о том, что мы хуже развиваемся. Почему? При тех вызовах, которые есть в целом для нашей страны, да, мы еще хуже развиваемся, чем в целом наше государство. Хотя у нас есть привилегии, вот мы с вами говорили о бюджетных преференциях. Мы с вами говорили, что у нас есть огромные возможности в части Республики Турция, которая по сути являлась крупнейшим донором для гагаузской автономии. У нас есть преференции со стороны Европейского Союза, потому что мы единственная автономия в составе унитарного государства, а Европейский Союз априори относится к регионам с особым уважением, пиететом и помогает в том числе финансово. То есть у нас вот столько рычагов, собственные доходы выше, чем в других регионах, Республика Турция, Европейский Союз, и плюс еще и мы имеем право принимать местные законы для того, чтобы развивать экономику. И вот это все не работает. Но вот почему не работает, спросят наши зрители. Почему не работает? Потому что вот вы в самом начале правильно отметили, что у нас политика затмила все. Хуже всего, что не сама политика, потому что Гагаузия — это в том числе и политическая автономия, но мы вовлеклись в геополитику. То есть мы почувствовали, что Гагаузия — это субъект международного права, хотя это не так. И вот это занятие политикой чуждой для Гагаузии, в том числе связанное с геополитикой, оно генерирует здесь конфликты, генерирует настороженное отношение от наших соседей. У нас две страны только граничат с Республикой Молдова — Украина и Румыния. И когда вот здесь вот такая зона дестабилизации, зона открытого противостояния с Кишиневым, то вот все это нивелирует те преимущества, которые есть у гагаузской автономии. Мы с вами договорились вначале, что, конечно, нельзя Гагаузию рассматривать отдельно от Республики Молдова, но тем не менее в нашей стране есть хорошие примеры, к которым мы не стремимся. Например, Унгень. Это район, который не имеет тех финансовых возможностей, как имеем мы. Да, и в том числе и статус. Примаром Унгень стал человек, который выиграл во втором туре у представителя ПАС. Угу. То есть у власти оппозиционные силы. Оппозиционные силы. Тем не менее, они закончили выборы, и они начали заниматься созиданием. И сейчас Европейский Союз один из крупнейших фокусов именно на Унгенском районе. Вы, может быть, недавно видели новость, там городская сеть мобильности движения обновлена, то есть новые автобусы, электронные билеты. Румыния внедряет прямые проекты в регионе по социальной инфраструктуре, по экономической инфраструктуре. То есть
Там политику поставили в сторону, выборы закончили и начали заниматься развитием. И у Гагаузии такая же, аналогию можно провести. У нас тоже человек стал главой автономии, который противопоставлялся той политической силе, которая руководит Республикой Молдова. Тем не менее, мы и после выборов не забыли эту политическую риторику и продолжили ее уже в жизнедеятельности. А вот Унгень, Кагул, то есть примеры, где доноры открыто вкладывают средства, потому что они знают, что там не место политики, там люди пришли решать простые проблемы, которые беспокоят человека. Вы заговорили о внешней помощи, внешней поддержке, о донорах, которые помогают, допустим, Унгенам или Кагулу развиваться. А давайте вспомним, какую поддержку Гагаузии оказывали внешние партнеры, и попытаемся сравнить, а что же происходит сегодня. Есть ли та ощутимая поддержка, которая была, скажем, лет 5 назад? Есть статистика, что крупнейшие доноры гагаузской автономии – это Республика Турция и Европейский Союз. Так вот, можно констатировать, что после 2023 года, я часто говорю, что это Рубикон определенный для гагаузской автономии после выборов последней главы Гагаузии, даже эти крупные доноры, они прекратили институциональные отношения с гагаузской автономией. Почему? Потому что гагаузская власть прямо ассоциировала свое сотрудничество с человеком, кого наше государство признало виновным и в преступлениях, и вообще угрозой национальной безопасности. И это, конечно, был вызов и для международных партнеров, и Европейского Союза, и Турецкой Республики, и других доноров, которые просто прекратили институциональные проекты с гагаузской автономией. Если мы сравнительный анализ проведем, то у нас в десятки раз снизились инвестиции со стороны доноров в гагаузскую автономию. Вот это после 2023 года, когда к власти пришла Гуцул. Я говорю вам, что на официальном сайте исполнительного комитета нет ни одного контракта на привлечение внебюджетных средств. То есть есть проекты, которые реализуют примарии, есть проекты, которые реализуют учебные заведения, публичные учреждения. Но это фрагментарные проекты. И Европейского То есть нет таких глобальных проектов, которые охватывали бы большую часть населенных пунктов автономии или определенные отрасли? Вот мы с вами говорили, что для Гагаузии есть вызовы. Зеленые насаждения, водная артерия, дорожная артерия. То есть вот эти проекты, которые требуют вовлечения региональных институтов власти, их нету. И нету доноров, куда мы можем обратиться для того, чтобы эти проекты реализовать. Потому что та же Республика Турция, когда нам напрямую промовирует, что строите конструктивные отношения с Кишиневым, а мы делаем все наоборот. А как будет поступать Республика Турция или другой донор? Я уже не говорю сейчас про крупных таких игроков, как Турция, Европейский Союз. У нас нет проектов из Соединенных Штатов Америки. У нас нет проектов Японии или других крупных доноров. У нас, и вы помните, что часто реализовывались и гуманитарные проекты. И Российская Федерация, и Турция предоставляли и дизельное топливо, и пшеницу в очень серьезных масштабах. Чем заканчивались эти проекты? Скандалами, коррупцией. И это еще больше отталкивало потенциальных доноров от гагаузской автономии. То есть на каком-то этапе мы Гагаузию как фактор развития экономики и стабильности определенной, как определенный пример для других регионов Республики Молдова, наоборот, превратились в такой какой-то регион-изгой, в том числе для инвестиций. Я когда говорю, что мы находимся в изоляции, она в том числе и инвестиционная, потому что у нас нет проектов, которые реализуются в Гагаузии за счет внешних партнеров. А вот в условиях этой политической нестабильности, какую поддержку ощущают от региональных властей села, города автономии? Вы помните, что в Гагаузии была предпринята попытка, и удачная, когда мы пытались департилизировать публичные финансы, чтобы то, что государство оставляет в Гагаузии, мы могли равномерно и сбалансированно развивать всю автономию. И тогда был принят местный закон о капитальных инвестициях, когда мы попытались те свободные средства, которые из Гагаузии, направлять на развитие инфраструктуры населенных пунктов. И в какой-то момент Гагаузия превратилась в определенный пример для Республики Молдова. Я помню, когда КАЛМ, организация, которая объединяет все местные сообщества, приводила в пример этот местный закон в своем диалоге с правительством, что насколько мудро Гагаузия решила свободные средства справедливо делить между всеми. И Гагаузия превратилась в определенный момент в строительную площадку. У нас до 100 миллионов леев инвестировалось в развитие населенных пунктов и в реализацию проектов.
Сейчас эта сумма скукожилась в 5 раз. То есть, несмотря на то, что инфляция произошла за эти годы, которая съела, да, на самом деле инвестиции, мы еще и в 5 раз уменьшили эти расходы. Почему? Вот мы возвращаемся с вами к той мысли, когда 90 миллионов леев тратятся на содержание органов власти, и эти расходы все растут, а пирог-то не увеличивается, имеется в виду бюджет. И, конечно, расходы на инвестиции, они все и уменьшаются. Если я не ошибаюсь, в этом году что-то около 10 миллионов будет распределено для населенных пунктов Гагаузии, тогда как на содержание чиновников автономия тратит 90 миллионов леев. В этом году 20 миллионов леев фонд капитальных инвестиций. Из них половинка идет в населенных пунктов 10 миллионов. То есть половина населенных пунктов получит всего лишь 200 тысяч леев на реализацию инфраструктурных проблем. То есть это очень мало. Это Первый год, когда этот проект реализовывался, были даже небольшие сельские населенные пункты получали около миллиона леев для того, чтобы действительно сделать что-то такое, что почувствует село. Я помню про пример по своему родному городу, когда муниципий Камрад получил 5 миллионов леев в год из капитальных инвестиций и решил важную проблему, связанную с канализацией. Сейчас столица Гагаузии получает 1 миллион леев. То есть вы понимаете, какая разница? А есть ли вот ответ, почему так произошло? Первый и главный ответ, что у нас произошел дисбаланс в бюджетных расходах. Мы все больше тратим на потребление, на содержание органов власти, и все меньше остается на инвестиции. И второй немаловажный факт – это отсутствие внешних инвестиций, потому что внешние инвестиции, они генерируют дополнительное поступление в бюджет. Сейчас у нас источник и собственные доходы не остаются для того, чтобы финансировать расходы, и отсутствие внешних инвестиций. И это приводит, вообще бюджет – это зеркало экономики. Небольшой сравнительный анализ. Вот 2023 год мы с вами договорились, что определенный Рубикон для Гагаузии, и вот 2026 год. Так вот, за 2 года доходы бюджета Гагаузии выросли на 1,3%. За 2 года. За эти же 2 года инфляция составила более 13%. То есть фактически собственные доходы бюджета автономии в сопоставимых ценах уменьшились на 10%. Мы находимся в очень сложной ситуации. И еще раз говорю, что бюджет показывает, насколько мы стали зависимыми от того, что экономика у нас буксует. Существует ли такой риск, что вот вся та ситуация, которую вы описали, приведет к тому, что Гагаузия выпадет из общенациональных программ развития и превратится в такой район, который будет чувствовать себя изолированно, будет таким депрессионным регионом нашей страны? Мы с вами в своем диалоге больше акцент сделали на Гагаузии. И, наверное, это правильно, потому что я представляю здесь людей, в принципе, надо вначале в зеркало смотреть, прежде чем кивать на кого-то. Но в то же время то, что происходит сегодня в Гагаузии, нельзя говорить отдельно от того, как относится Кишинев к тому, что происходит в автономии. И вот в вашем вопросе есть очень опасная мысль, потому что мы не можем превращаться в изоляционный регион, потому что это вызов для всего государства в целом. Я приведу пример, что Кишинев не должен быть сторонним наблюдателем того, что происходит в автономии, потому что взаимоотношения политиков – это взаимоотношения политиков. Но страдают главные бенефициары – это жители Гагаузии, которые являются гражданами Республики Молдова. Они не виноваты в этом политическом кризисе, но они уже ощущают, что бюджет меньше помогает, потому что снижается поступление. Они видят, что не реализуются крупные инфраструктурные проекты, люди становятся беднее. Поэтому я вспоминаю 2016 год, когда правительство провело уникальное выездное заседание правительства, были утверждены очень важные проекты, в том числе для существования гагаузской автономии с точки зрения инфраструктуры. Поэтому я, когда встречаюсь с официальными лицами Кишинева, конечно, в пределах своей компетенции, то, что я могу говорить как рядовой депутат, я им предлагаю: вернитесь к этому хорошему инструменту, несмотря на эти политические кризисы, разработайте стратегию развития Гагаузии, потому что она на самом деле выпала сейчас из стратегических документов развития Республики Молдова, а самый главный из которых — это Европейская Молдова 2030. Там нету места гагаузской автономии. Это неправильно. Но для того, чтобы Гагаузия была в этих стратегических документах, наверное, она сама должна делать первые шаги навстречу, а эти шаги, на мой взгляд, не предпринимаются. И все-таки, если мы вернемся к Гагаузии и будем говорить о том, что необходимо делать для того, чтобы все-таки экономика Гагаузии развивалась, на ваш взгляд, что нужно сделать в первую очередь? Нужны структурные изменения. То есть система управления Гагаузией, она себя изжила.
И 35 депутатов, выбирающихся из каждого населенного пункта, оно нивелировало качество депутатского корпуса. Количество главных управлений исполнительного комитета чрезмерно. Оно больше, чем количество министерств Республики Молдова. То есть у нас слишком большой бюрократический аппарат, который давит на развитие и Гагаузии, и на бюджетные возможности. Поэтому тут нет такого универсального и быстрого решения. Нам нужны очень глубокие структурные изменения. И для этого, прежде всего, к власти в Гагаузии должны приходить люди не с мешками денег, а люди со стратегическим видением, а вообще где роль и место гагаузской автономии в составе Республики Молдова. Огромное спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что самая главная мысль прозвучала сейчас. Будем надеяться на то, что в Гагаузии к власти придут люди, действительно думающие о Гагаузии. А придут они или нет, это в первую очередь зависит от нас, от избирателей. Поэтому будем выбирать, думая о том, что к власти должны прийти именно такие люди, думающие, умеющие стратегически мыслить и желающие и имеющие потенциал для того, чтобы развивать наш регион. Спасибо.